История татар-мишарей. Предки современных татар-мишарей проживали на внутренней территории Золотой Орды. Территорию их обитания также называли Улус-Мохша, со столицей в городе Наравчат. По всей видимости, в доордынский период Наравчат представлял собой небольшое поселение. Во времена Золотой Орды город становится одним из крупнейших центров империи. В нем были водопровод, ремесленные и гончарные фабрики, производились кирпичи, из которых строились дома и мечети. Мечетей было как минимум 2. В Наравчате даже чеканилась собственная монета, что подчеркивает высокий статус города. В начале XIV века Наравчат становится резиденцией хана Узбека, где в 1312 году хан Узбек провозглашает ислам официальной религией Золотой Орды. Город пролегал на пути из Руси в Сарай и из Булгар в Крым, а также на одном из маршрутов Великого Шелкового пути, являлся экономическим центром региона. В 1390-х годах Наравчат разрушен войсками Тамерлана. Городу удается восстановиться, но былой мощи он уже не обретает. В середине 15 века окрестности Наравчата были еще обитаемы, однако после происходит окончательное опустение города. Во время распада Золотой Орды на удельные ханства в 1420-х годах Улус-Мохша оставался частью Большой Орды примерно до 1480 года. После смерти Василия I, старшего сына Дмитрия Донского, в 1425 году в Московской Руси началась междоусобная борьба за власть между Василием II, сыном Василия I, и его дядей Юрием Дмитриевичем, третьим сыном Дмитрия Донского и его сыновьями. Эмир правого крыла Золотой Орды, Тагини Бей, глава рода Ширин, второй человек в Орде и в прошлом верный соратник Улук-Мухаммеда, поддерживал Юрия Дмитриевича в получении великокняжеского ярлыка и укрывал его некоторое время в Крыму. Однако Улук-Мухаммед по своим политическим взглядам отдал предпочтение Василию II. В итоге между бывшими союзниками произошла крупная ссора. Улук-Мухаммед решил организовать покушение на Тагини Бея. Усейн, племянник Тагини Бея, состоял на службе у Улук-Мухаммеда. Узнав о готовящейся расправе, он предупредил дядю и тем самым спас ему жизнь. После этого Усейну было небезопасно оставаться в окружении Улук-Мухаммеда, и он был вынужден уйти. По легенде, с войсками он подчинил мордовскую часть будущей Мещеры и обосновался там. Впоследствии Юрий Дмитриевич становится великим князем, что способствует сближению татарских и русских князей. В период со второй половины XIV века по 1430-е годы московские и рязанские князья активно пытались захватить и подчинить себе мордовские и татарские земли Улуса-Мохша, но надолго закрепиться им не удавалось. По всей видимости, в этот период происходит запустение приграничных золотоордынских городов на месте Итяковского и Старокадымского городищ. Позже на их месте возникнут новые укрепленные города-крепости. После 1430-х годов русские князья перестают нападать на земли татар-мишарей. По всей видимости, в этот период были заключены некие договоренности о перемирии. В 1444 году Мордва и, по некоторым мнениям, татаро-мишари, скрываясь под именем рязанские казаки, оказали военную помощь войскам московского князя при сражении на реке Листане против казанского царевича Мустафы, сына Улук-Мухаммеда. В ходе сражения Мустафа был убит. В 1445 году земли татар-мишарей подверглись нападению и опустошению. Это был ответ за убийство сына казанского царевича. Затем другие сыновья Улук-Мухаммеда, Махмуд и Якуб, нанесли поражение объединенному войску русских князей под Суздалем и пленили Василия II в город Курмыш. Через месяц за громадный выкуп
Василий II был отпущен. Впоследствии на территории Московского княжества Василий II отдает во владение сыну Улугмухамеда Касиму городок Мещерский с окрестностями, ставший в дальнейшем Касимовским ханством. По размеру Касимовское ханство было небольшим. Оно включало в себя 2 городка и около 20 сел и деревень. Большую часть населения составляли татары, выходцы из Казанского ханства. По статусу Касимовское ханство было выше других татарских беляков или властей Мещеры. Во второй половине XV века, после неких договоренностей о ненападении с русскими князьями, остатки татарской элиты из района опустошенного Наровчата переезжают ближе к русским границам. На местах Итяковского и Старокадомского городищ возводятся укрепленные замки татарских князей. При этом указанные территории все еще признаются частью Большой Орды. Итяковское городище – это археологический памятник Железного века и Средневековья, XIII-XVI веков, у деревни Итяково Темниковского района Республики Мордовия. Сохранились оборонительные валы высотой до 3,7 метров и ров с глубиной до 4,2 метров. Археологи в 1950-1960-е годы исследовали остатки жилых построек с глинобитными печами. Многочисленные находки, ножи, серпы, ключи от замков, бронзовое зеркало, шахматные фигурки и другие характеризуют быт и занятия населения Итяковского городища. Обнаружена бронзовая бляха конца XIV века с надписью «Султан Тахтамыш» арабскими и уйгурскими знаками, выдававшаяся должностным лицам золотоордынской администрации и служившая символом власти. Считается, Итяковское городище было поселением золотоордынского мурзы или князя. В дальнейшем город был перенесен из Итяковского городища в Старый Темников в конце XV – начале XVI века. В 1480-1490-е годы при Иване III татарские и мордовские места входят в юрисдикцию Московского государства, административно включаются в область Мещера. При этом изменился лишь верховный сюзерен с ордынского хана на московского государя. Все ордынские административные институты продолжают действовать. Татарские князья по-прежнему продолжают судить и ведать подведомственные им группы мордовского населения и сформированные корпорации служилых татар. В 1502 году Большая Орда потерпела поражение и попала под влияние Крымского ханства. В XV веке административно Восточная Мещера была разделена следующим образом. Она включала беляки, аналог властей, в которых проживало мордовское население, занимавшееся лесным промыслом, бортничеством или охотой. Беляков было не менее 19. Управление мордовскими беляками осуществляли татарские беки, а также в Восточные Мещеры входили корпорации служилых татар – арзамасские, кадымские, темниковские и сненские татары, сконцентрированные в районах городов, которые являлись резиденциями татарских наместников из числа татарской знати. Наместниками могли быть старшие из татарских князей. Восточная часть Мещеры – бывшие территории Золотой Орды, Улуса-Мохши. В них проживали татары-мишари, в то время как Касимовское царство было основано в Западной Мещере на русской территории, изначально принадлежавшей Московскому княжеству. Правителями в ней были чингизиты по линии хана Улугмухамеда, пришедшие вместе со своими людьми. После в нем правят чингизиды из Крымского ханства по линии Хаджигирея, затем из Большой Орды, далее из Сибирского ханства. Каждая новая династия приходила со своими людьми. В итоге население Касимовского ханства представляло собой смесь представителей из разных уголков бывшей Золотой Орды. Татарскими городами Восточной Мещеры являлись Саконы, Старый Темников, возможно, также Старый Кадом и Андреев городок. Саконы, упомянутые в 1489 году,
в связи с стоянкой ногайского посла на пути в Московию. Область Загатай или Чагатай упомянута также в записках итальянского путешественника Иосфата Барбора после 1487 года. Вероятно, название области связано с именем местного татарского князя. В грамоте 1524 года упоминается сын князя Чагадая Саконского. Однако, во времена похода Ивана Грозного на Казань в 1552 году Саконы запустели. Позже татары этой области стали называться арзамасскими, хотя в самом Арзамасе татары фактически не проживали. Административным центром цненских служилых татар являлся изначально Андреев городок. Позже центром цненских татар становится город Шацк, построенный в 1553 году, хотя в самих городах татар опять же проживало немного. В 1536 году татары из Старого Темникова, преемника Тяковского городища, переселяются в Новый Темников, построенный в нескольких километрах выше по реке Мокша от Старого Темникова, по указу Елены Гринской, матери Ивана IV, по причине, что был старый город мал и не крепок. В Новом Темникове были мечети, 2 татарские слободы, в нем правили татарские князья, и большая часть жителей составляли татары, хотя было и русское население. Город Кадым, по всей видимости, был образован в 1540-х годах переносом старого Кадыма на новое место. За каждым татарским беком по русским князям было свое княжение, иногда и не одно, свой беляк, территория, где он был административной главой, судил и ведал подведомственное им население. Старший сын татарского князя наследовал титул князя и отцовские полномочия. Другие сыновья получали титул Мурза. Мурзинские и княжеские титулы нельзя было получить за особые заслуги, например, за подвиг в бою. Они передавались только по наследству. Предки больше половины представителей татарской аристократии проживали на территории Восточной Мещеры еще до образования империи Чингисхана. Они сохранили свои позиции во времена Золотой Орды и Московского государства. Некоторые мурзы прибыли в Мещеру уже в постордынские времена, например, Ширинские и Танкачевы. В 1575 году царь Иван Васильевич отрекся от престола и возвел на него татарского Касимовского царевича Симеона Бикбулатовича. Симеон провел на государственном престоле около 11 месяцев. По всей видимости, это было политическое решение Ивана IV. В 1580-х годах царь Федор Иоаннович прекращает традиции передачи институтов власти татарским князьям и мурзам. На их место вводят русских управляющих, мордовских голов. Лишившись административных должностей, властителей беляков, татарские мурзы не могли более наследовать и получать княжеские титулы. При этом мурзинские титулы ни у кого не отбирались. В 1613 году 4 татарских мурз и князей участвуют в Земском соборе по утверждению новой правящей династии Романовых. Они подписали утвержденную грамоту на татарском языке, важнейший документ о подтверждении легитимности избрания новой правящей династии. Минь Аюкай Мурза Юлдашларым için коллем койдем, төмен классы için. Перевод. Я, Аюкай Мурза, своих товарищей руку приложил за город Темников. По-татарски Төмен классы. Так, князь Ишей Барашев и Мурза Аюкай Сабаков поставили подписи как представители города Темникова. Василий Мурза Чермантеев поставил подпись за город Кадым, а Невер Мурза Кулаев за арзамасских служилых татар. В связи с расширением границ и укреплением русского государства со второй половины XVI века происходит строительство засеченных оборонительных линий на южных и юго-восточных границах. Татары-мишари активно переезжают на восток, служа казаками на засеках, защищая государство от набегов степняков и нагайцев.
современные Нижегородскую, Ульяновскую, Самарскую, Саратовскую области и Чувашию, а также осваивают свободные земли на территориях современных республик Татарстана и Башкортостана. Сейчас в мире, по разным оценкам, насчитывается 1-2 миллиона татар-мишари. Татары-мишари являются одной из основных частей большой татарской нации и называют себя татарами. Данное видео подготовлено по книге «Эпоха татарских князей в Мещере» XV-XVII века.